Каныбек Насаркулович, сұрағыңыз бар ма? Дильшот Рахимжанов, сұрағыңыз бар ма? У меня один вопрос. Берем. Если я правильно понял, вы сказали, что несмотря на то, что АПК предусматривает подачу через первую инстанцию в Верховный суд, потому что именно Верховный суд отменил решение суда первой апелляционной инстанции, соответственно, прерогатива только Верховного суда пересмотреть. И вот я не понял, вы хотите сказать, что Верховный суд не имеет права, да, пересматривать? К сожалению, я здесь тоже посмотрел, в АПК есть еще одна норма, которая не согласуется с полномочиями. Написано, что только подается в первую инстанцию, правильно? Через первую инстанцию. Через первую инстанцию. То есть тот суд, решение которого оспаривает. Да. И вот если мы дальше смотрим, то полномочия у кассационной инстанции усеченные. Она не смотрит на обстоятельства. Я не знаю, вот как дальше в вашей ситуации быть. Потому что эти усеченные полномочия не позволяют составу господина Давлетова рассматривать это дело. То есть я правильно понял, вы хотите сказать, что Верховный суд... Мне кажется, мы за пределы выходим. Да, мы за пределы выходим. Этот Дильшот Рахимжанов. Тогда у меня... Извиняюсь. У нас только касательно пресекательного срока, который вы оспариваете. То, что вы сейчас задаете вопросы, мы уже вторгаемся в сферу компетенции кассационной инстанции. Это не является предметом нашего рассмотрения. Есть еще вопросы? Да, если я вас правильно понял, вы один из разработчиков. Или... Неправильно поняли. Я неправильно понял. То есть вы, как эксперт, согласны с мнением обращающей стороны, что это ограничивает права граждан, установленные Конституцией? Да? Точно сказал, по-русски причем. Жауап кесін өкілдері, сұраулар бар ма? Бұл жерде пікірдағы сіздердікіне қарама-қарсы келіп жатады. Жоқ болса, құрметті студенттер, Эмин Жолдаш, беріңіз. Азамат Рахимбердиевич, менде сізге бір сұрау бар. Бұл 3 жылдық чекит екі тарапқа тең тиешелі. Административтік сот өндіруші бір тарауында дайыма мамлекеттік орган, мамлекеттің қызықшылығы қаралады. Туралы? Екінші жақ бұл жарандар болушы мүмкін, же юридикалық жақтар болушы мүмкін. Анан кейін ошол сиз айтып атасыз, жанакы азыр окуп бердиңиз өзүңүз норманыч. Ошол ченемди окуп атканда сиз айтып атасыз, ошол 3 жылдык чекит алынсын деп. Бул деген эки жакка тең алынган тууралабы, же бул жерде сотко кайрылуу укугу мамлекеттики дагы бузулуп атабы? Сиздин оюңуз боюнча. Маселе түшүнүктүүбү? Ооба, түшүнүктүү. Орысча жооп берейинби же? Кандай ыңгайлуу болсо ошондой жооп бергиле. Эгерде корутунду жакшы орусча болгондон кийин туура болот го. Анткени мен дагы процессуальный наука менен илимдер менен эметем да. Ал жерде эгерде күбө орусча берсе, орусча тактабосун дагы бериш керек. Ошондой процедура, да. Я понял ваш вопрос. На мой взгляд, здесь нельзя говорить о том, что это только в отношении граждан или, как в этом случае, юридических лиц действует. Потому что обращающей стороной может быть и государственный орган. Согласитесь, да? Он проиграл процесс, признали УАИЛ өкмөтү постановление незаконным, да? Но через какое-то время выяснилось, что судья, простой пример, да, вступил в сговор, в отношении него вступил приговор в законную силу, и в этой ситуации почему бы госоргану не обратиться? И я считаю, что это не только касается граждан и юридических лиц. Да, сұраулар бар ма? Беріңіз. Мен де тактоо иретинде бир суроо берип коеюн. Анткени сиз расмий тилде жооп бергениңиз менен мен да расмий тилде берип коеюн анда сизге. Сиз кыргызча бербейсизби? Кыргызча берейин да, все равно. Орусча жооп берсин. Азыр биз талашылып атпайбы ушул ченемчи 3 жылдан кем эмес депчи. 3 жылдан кем эмес деген нерсе бул ушул жана исковая давностька окшош болуп калып атат да. Ушул сиздин оюңуз боюнча айырма барбы? Эгерде мына жаңы ачылган жаңы жагдайлар боюнча 3 жылдык мөөнөттү биз айтып атабыз чектөө деп, а 3 жылдык мөөнөт жанагы исковая давность деген нерсени биз аны чектөө деп эсептеген жокпуз. Ошонун ортосундагы айырмасы барбы? Ошону айтып койсоңуз. Исковая давность применяется только в нормах материального права.
То есть исковая давность, она относится к взаимоотношениям между сторонами, и если даже смотреть на порядок исчисления срока исковой давности, то она привязана не к процедурным, не к процессуальным моментам, как в случае с пересмотром по вновь открывшимся. Здесь в чистейшем смысле процедурный. Приговор суда в отношении участников процесса, постановление пленума Верховного суда, отмена этого акта другим судебным актом, признание неконституционным нормативного правового акта, который был применен при рассмотрении дела. В отличие от этого, в срок исковой давности это целиком и полностью взаимоотношения между сторонами. И там вина не лежит на государстве, как в данном случае. То есть здесь государство самостоятельно приняло решение 3 года с момента принятия моего акта, да, ну как бы от своего имени они говорят, с момента принятия того акта, который оспаривается, судебного акта. В отношении исковой давности, когда произошла сделка и при каких обстоятельствах, это целиком и полностью частные обстоятельства, куда государство вмешаться не может. И там либо уважительная причина пропуска, либо неуважительная. И в этой ситуации стороны спорят. Уважительно, неуважительно, потому что это можно восстановить, даже срок исковой давности. Здесь Турайт пресекательный. То есть, если так смотреть, то в принципе, как бы говорится, что в рамках этого института 3-летний срок никак не может быть якобы восстановлен. Хотя глава вот процессуальные сроки применимо, неприменимо, но это другой вопрос. Сейчас вот этот вопрос. Албашка маселе. Да, сұраулар бар ма? Жоқ па? Рахмат. Отыра беріңіз.